Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және білім алушылар. Бүгін бізде нақ осы шақты біз жалғастырамыз және нақ осы шақтың бүгін сұраулы түрін қарастырамыз. Бұл өте қарапайым тақырып. Здравствуйте, сегодня наша тема продолжение настоящее длительное время, вопросительная форма. Данная форма очень простая в плане того, что здесь ничего нового не нужно знать от того, если вы уже выучили утвердительную форму, отпрактиковали ее, вы с легкостью можете сделать вопросительную форму данного глагола. Для этого мы также берем негізгі етістік, көсемше ІПП, отыр, тұр, жатыр, жүр, жіктік жалғау. И в конце нам просто нужно будет добавить вопросительную частицу маме, бабе. У нас еще есть в казахском языке папе, но в данном случае мы ее не берем, потому что нету соответственного фонетического варианта. Отырсың ба, тұрсың ба, жатырсың ба, жүрсің бе. Ну и маме еще в некоторых других лицах есть. Поэтому мы только добавим в конце предложения маме, бабе, папе. И еще такой момент. В казахском языке вопросительное предложение ни в коем случае не образуется с помощью интонации. Имеется в виду, интонация есть вопросительная, но ее недостаточно. Если в русском языке в некоторых случаях достаточно интонации, ты сходил в кино, то в казахском языке сказать «сен киноға бардың» – это ошибка. Нужно сказать «сен киноға бардың ба». В конце мы обязательно ставим вопрос, вопросительную частицу. И второй способ образования вопросительного предложения – это вопросительное местоимение. Кім, не, қашан, қайда. Сен қашан бардың, например, но это уже немножко другая тема. В данном случае к глаголу мы добавляем вопросительную частицу маме, бабе. Мысал келтірейік. Айнұр сені тыңдап отыр. Что мы здесь добавим? Отырма. В данном случае я уже надеюсь на вашу интуитивную подстановку нужного аффикса. Отырма. Айнур тебя слушает? В данный момент она слушает тебя. Сен кітап оқып жүр? Что мы здесь добавим? Правильно. С первым мы добавим личное окончание, потому что это сен. Здесь мы ничего не добавили, потому что это ол, третье лицо айнур. А в третьем лице мы личного окончания в данной форме не добавляем, но не везде так в казахском языке. В некоторых глаголах, временах мы обязательно добавляем в третьем лице какое-то окончание, но здесь его нет и в большинстве его нет. Здесь второе лицо, поэтому мы добавляем сен кітап оқып жүр. Сың – это если утверждение. Мы делаем вопрос. Сен кітап оқып жүрсің бе? Почему мягкий вариант? Потому что жүрсің. Из 4 глаголов только один глагол мягкий, к которому добавляются мягкие аффиксы и мягкие частицы вопросительные. Вот так образуется вопросительное предложение в казахском языке. А теперь задайте любой вопрос с глаголом настоящего длительного времени. Например, ты видишь эту картину? Сен бұл суретті көріп тұрсың ба? Немесе сен бұл суретті көріп отырсың ба? Ты пишешь письмо? Сен хат жазып отырсың ба? Ты разговариваешь по телефону? Сен телефонмен сөйлесіп тұрсың ба? Спасибо за внимание. Назарларыңызға көп рахмет.